Какая общая эпизоотическая ситуация у нас в районе? Эпизоотическая ситуация по Гальскому району у нас удовлетворительная. Нету вспышки каких-то острых инфекционных заболеваний. По Гальскому району проводились у нас плановая вакцинация крупного мелкого рогатого скота по ящеру, по сибирской язве проведена и по бешенству собак и кошек. Это плановая вакцинация, которая проводится Государственной ветеринарной службой. Вакцину предоставляет центральный наш офис, Государственная ветеринарная служба Абхазии из города Сухум. Остро инфекционных заболеваний зарегистрировано не было. Это не значит, что у нас не было никаких там заболеваний, падежа. Был небольшой падеж свинопоголовья. Птицы, так, жалобы такой, что падеж сильно был, нет. Проводилась также проверка животных на туберкулез, то есть пробы на туберкулинизацию мы проводили. Все пробы, которые мы провели, они были отрицательные, то есть положительного у нас не было результата, избирательно. Также в этом году отбиралась кровь крупного рогатого скота и мелкого на проверку бруцеллеза. Кровь мы сдаем в центральную сухумскую лабораторию и получаем официальный ответ в письменном виде, разумеется, где зарегистрировано подозрение на бруцеллез, положительного результата не было. Вы отметили, что был небольшой падеж свинопоголовья. Была ли зафиксирована африканская чума или обычная классическая? С чем это было связано? Чтобы утверждать именно какая-то форма чумы, я точно утверждать не могу без лабораторного исследования. Этого проведено не было. Поэтому я предполагаю, что это все же классическая чума свиней. Содержать вообще свинопоголовье не рекомендовано у нас в Абхазии, потому что мы все хорошо знаем, что у нас была африканская чума свиней, и наша зона неблагополучна. Но если люди заводят свинопоголовье, они обязательно четко должны знать, что с 2-месячного возраста должна проводиться дегельминтизация, вакцинация, вакцина против классической чумы свиней и рожи свиней. 2 раза в год вакцинируются. Люди все равно пренебрегают рекомендациями ветеринарного врача, или когда они приходят сюда на прием с просьбой помочь животному, многие просто не в курсе, что надо делать. И если они хотят, чтобы животные были здоровы, профилактические мероприятия по вакцинации, содержанию животных проводить обязательно надо. Ветеринарные специалисты, которые работают в Государственной ветеринарной службе по Гальскому району, их возраст практически у всех пенсионный. Практически. Не хватает молодых специалистов, чтобы нас заменить, нету. Потому что у нас нету ветеринарного учреждения в Сухумах, чтобы они получили специальность по ветеринарии, ветфельдшер это будет, или это высшее учебное заведение. Это нужно выезжать вглубь России. Будет огромная проблема в районе, потому что нету ветеринарных специалистов, никто не идет на обучение. Те, которые заканчивают школу, хочу провести работу, и я думаю, что Валерьевна не откажет, наоборот поддержит, чтобы в выпускные классы провести лекцию, рассказать о специальности ветеринарии, как она необходима, насколько она интересна. И если будет кто-то желающий, чтобы он пошел бы учиться, есть такая возможность, если будут желающие, чтобы они поступили бы, и даже не будет это платно, но обратно же вся проблема в документации молодежи, которые могли бы туда поехать. И если такие желающие появятся лично у нас в Гальском районе, я вам говорю, все, что возможно от меня, я сама буду ходить, я сама буду выбивать, просить, чтобы этого человека обязательно документировали. Сколько у нас в районе всего ветеринарных врачей, чтобы охватить этот контроль над заболеваемостью? Ветеринарных специалистов у нас ветеринарный врач это одно, а ветфельдшер или зоотехник
зоотехник, то есть ветеринар и зоотехник – это две специальности, которые между собой дружат. Ветеринарный врач – это лечение, а зоотехник – это кормление и содержание. Я считаю и зоотехников, и ветеринаров вместе. Где-то человек 8 у меня. Ну, потолок 10, и все пенсионного возраста. Люди, которые содержат крупнорогатый скот, какие виды вакцинации должны они пройти в первую очередь? В первую очередь это 5 заболеваний. Это бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур, бешенство. Эти заболевания могут угрожать жизни и здоровью человека, поэтому государство берет на себя ответственность, и эта вакцина предоставляется бесплатно и проводится вакцинация. Про вакцинацию против бешенства собак и кошек, как у нас обстоят с этим делом? Вакцинация по бешенству собак и кошек. Частный сектор мы вакцинируем. И обратно же, то, что касается бродячих собак и кошек, вакцинацию проводить нам очень сложно, хотя вот моя сотрудница, которая вот здесь сидит, Мзия Кубалия, умудряется некоторых бездомных собак, которые ходят на рынке или в городе, как-то подойти и провакцинировать. Я знаю много случаев, когда она вакцинировала. Хотя это делать очень опасно, потому что они бездомные собаки, и есть угроза, что животное укусит, и человек может заразиться, сам специалист. Хочу огромное спасибо еще передать всем сотрудникам ветеринарной службы, которые добросовестно выполняют свою работу.